Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР «Голос Крыма». Мая Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Доброго вечера. Сегодня у нас есть важные новости для вас. Начнем с первой. Сегодня рано утром оккупационные российские силовики ворвались с массовыми обысками в дома крымских татар в нескольких районах полуострова. Как сообщают активисты общественного объединения «Крымская солидарность», обыски прошли у Абдулбари Мухаммадинова в Советском районе, Азамата Июпова в Белогорске, Тимура Ялкабова в Симферополе, Эрнеста Ибрагимова в Бахчисарае, Олега Федорова в Бахчисарае, Ленура Сидометова в Симферополе и Яшара Шихаметова в Симферополе. В результате массовых обысков еще 15 несовершеннолетних детей остались без отцов. Среди задержанных Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в караван-сарае «Салачик» и является активистом проекта для детей политзаключенных «Крымское детство». В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело. Другой, Азамат Июпов, участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам крымских татар. Как сообщают активисты Крымской солидарности, все задержанные являлись участниками тех мирных акций, которые проходили под судами. Они выходили для того, чтобы поддержать своих соотечественников и участвовали в организации различных праздников, мероприятий, которые проходят на территории временно оккупированного полуострова. И как мы видим, вот такая их активность не осталась незамеченной. Оккупационные власти сейчас задержанным шьют статью 205.5 Уголовного кодекса России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Давайте посмотрим сейчас без комментариев, как утром в Крыму проходили обыски в домах крымских татар. Эрнест, ага, мы с вами. Брат, Аллах ярдәмче olsun, брат. Эрнест, ага, Аллах'a emanet olunuz. Tekbir! Tekbir! Allahu Ekber! Сегодня в 4 часа утра к нам в дом ворвались вооруженные люди. Пришли с обыском. Перелезли, видимо, через забор. Был очень сильный стук в окно. Ну вот мы посмотрели, как сегодня в оккупированном Крыму оккупационные власти, представители оккупационных правоохранительных структур ФСБ провели обыски в домах крымских татар. В результате задержали 6 человек. И, насколько нам известно, сейчас как раз идет суд по избранию меры пресечения в отношении крымских татар и представителей других национальностей, которые исповедуют ислам. Мы попробуем сейчас связаться с активистами общественной организации «Крымская солидарность», которая непосредственно находится возле здания оккупационного суда и расскажут нам о том, что там происходит.
Айдар, ну вот очередные понятно. обыски в Мне Крыму. всё Здесь есть ли тебе что добавить? Мне все понятно. Они хотят сочинить причастность крымских татар к глобальной и даже всероссийской, там, ну, как бы вплетенной в мировую какую-то террористическую организацию и исламистской сети. Они для этого одновременно сегодня задержали кучу людей на территории непосредственно Российской Федерации и заодно в оккупированном Крыму. Эта технология их понятна мне. Они хотят говорить, мы не преследуем крымских татар, мы преследуем террористов. Ну, бог с ним, что там нет ни одной пули, ни одной петарды, ни одной хлопушки, ни одного бенгальского огня. Это не имеет никакого значения. Бог с ним, что это публичные люди, которые на демонстрации приезжали даже в Москву протестовать на Красную площадь. Вот. Это не имеет значения. Главное, чтобы показать, что они террористы. Нет, это, конечно, все абсолютно полная клевета. С нами сейчас на прямой связи Дилявер Меметов, координатор Крымской солидарности и сын политического заключенного Римзи Меметова. Дилявер бей, селям алейкум. Алейкум селям. Дилявер бей, расскажите, где вы сейчас непосредственно находитесь и что там происходит? Сейчас мы находимся во дворе Киевского районного суда, где только что, если вы слышали возгласы тех людей, которые пришли поддержать крымских татар-мусульман, которые были сегодня задержаны в ходе массовых обысков. И вы, если слышали эти возгласы, как раз-таки вот сейчас одного из фигурантов от последних обысков, Вадима Бектимирова, сегодня тоже в отношении его происходило очередное продление меры пресечения. И вот как раз закончился его суд, и его непосредственно сейчас поместили вот в один из тех микроавтобусов, которые находятся там во дворе Киевского районного суда. Если вы видите, вот со всех сторон окружают нас сотрудники правоохранительных органов в лице Росгвардии, полиции, ОМОН, ФСБ, каких только здесь подразделений нету. Но также есть огромное количество людей, которые пришли поддержать. Это сотни небезразличных людей, которые не остались в стороне от той проблемы, с которой сегодня столкнулись наши соотечественники. Аллаха шүкүрлер olsun. Адам чоқлаша, адамлар келдер, өзі дестегіні, өзіні бірлігіні көрсетмеге, өзі наразылығыны көрсетмеге. Машалла, Дилявер бей, расскажите вот о ходе сейчас судебного заседания, и когда примерно мы уже будем знать, какую меру пресечения выносят оккупационные судьи задержанным нашим соотечественникам? Как мы предполагали уже на протяжении долгого времени, те заседания, которые в основе своей должны быть открыты, с возможностью допуска всех слушателей. Связь прерывается. Но Дилявер, конечно, абсолютный герой. Он сам сын политзаключенного, ведет репортаж прямой прямо из этого так называемого суда, где судят задержанных в ходе сегодняшних облав крымских татар. Это я опять появился. Да, Дилявер, продолжайте. Да. Ага. Да. Здесь небольшие помехи были. Так вот, я говорю, то заседание, которое в основе должно быть открытое, с возможностью того, чтобы зашли слушатели, это родственники, мы близкие. Но мы, к сожалению, нас очередной раз не допускают в зал суда. Естественно, мы не знаем о тех процессах, которые сейчас там происходят, на каком они этапе, закончились ли сейчас судебные уже заседания или нет. Любая информация нам поступит только тогда, когда выйдут к нам адвокаты и уже непосредственно расскажут об итогах, да, сегодняшнего вот этого дня. Угу. Сейчас, по крайней мере, точно известно, что суд над Эрнестом Ибрагимовым, это одним крымским татарином, который был сегодня задержан в городе Бахчисарай, а также Вадимом Бектимировым, да, который был задержан в ходе массовых обысков в 2020 году. Вот в отношении них уже судебные заседания закончились, то есть они получили, естественно, меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе города Симферополя. Какое именно время они будут там содержаться, пока что я не владею этой информацией. Но вот как только, иншаллах, выйдут
адвокаты, они уже детально нам расскажут об этом. Правильно ли я понимаю, что сейчас всем задержанным шьют терроризм? Повторите, пожалуйста, немножко плохо слышно, потому что здесь и автозак шумит, и машины. Дилявер, скажи, пожалуйста, правда ли, что всем задержанным в ходе сегодняшних облав предъявляют обвинения в так называемом терроризме? Да, сегодня вообще в основе было 7 обысков, которые проходили. Одного человека впоследствии отпустили, потому что вообще это была в отношении него ошибка, да, со стороны правоохранительных органов допущена. В отношении же 6 людей возбуждена вся та же пресловутая, так как мы говорим, статья 205.5. Это так называемое дело Хизбут Тахрир. Части разные, то есть есть те фигуранты, у которых первая часть. И как сегодня действительно странным стало для нас, что по крайней мере 3 человека, а это именно с Бахчисарая, Эрнест Ибрагимов и Федоров Олег, а также Азамат Ага Июпов с Белогорского района, эти люди были приобщены к тем уголовным делам, которые уже закончились, дело производства. То есть люди уже получили реальные сроки, в частности, бахчисарайские 2 фигурантов сегодняшних присоединили к бахчисарайской 2-й группе. А мы знаем, да, что осенью 2020 года в отношении них уже был приговор, вынесен приговор. То есть да, дело, от 10 до 20 лет лишения свободы. Да, дело по сути закрыто. И сегодня как раз-таки в доме Федорова Олега, а Федоров Олег также приходится нам родственникам, это приходится тесть моего родного брата Искендера Меметова. Так вот, когда в ходе проведения обыска было зачитано постановление и именно причина возбуждения уголовного дела, и когда мой брат сказал, так а в чем дело вообще? Это дело уже давным-давно закрыто, люди получили сроки реальные. И тогда со стороны сотрудника ФСБ, который проводил, да, этот обыск, он сказал, что в ходе данного уголовного дела мы открываем новую ветвь, но в рамках этого же самого уголовного производства. Поэтому, как мы, в принципе, и говорили, что все то, что сегодня проводится в отношении, да, со стороны правоохранительных органов, оно не поддается логике, не поддается объяснению, не поддается вообще пониманию нормального здравомыслящего человека. То есть, по сути, продолжается фабрикация дел, издевательство над людьми, да, ломаются судьбы не только взрослых, но и детей. То есть мы сегодня знаем, что около 15, а может быть и более уже людей, да, детей сегодня присоединились к крымскому детству. То есть они сегодня надолго, скорее всего, к сожалению, да, на долгое время разлучены будут со своими отцами. И вот если говорить о тех детях, то действительно есть и грудные дети, это именно в отношении фигурантов, вот симферопольских ребят, которых сегодня задержали. У Азамата Ага Июпова вообще под опекой дочь инвалид 1-й группы, что само по себе, вот буквально позавчера, все мы прекрасно знаем, то уголовное дело, которое также было возбуждено и проводилось в Киевском районном суде, это в отношении пары мусульман, это о якобы финансировании терроризма. То есть, когда молодую девушку с месячным ребенком также арестовали. То есть, мы говорим о том, что сегодня действительно в Крыму в отношении нашего народа, в отношении всех, так скажем, людей, которые думают не так, как того хочет власть, сегодня применяется нечеловеческие, мерзкие, антигуманные вообще какие-то действия. Но, Аллах шукр, мы видим, да, что люди, несмотря на то, что сегодня пытаются из нашего народа сделать преступников, сегодня пытаются создать фон действительно реально того, что угнетение не народа идет, а угнетение преступников. И мы сегодня знаем, да, заявление так называемого главы Республики Крым Аксенова, да, который сказал, что поблагодарил очередной раз правоохранительные органы, сравнил эту, так скажем, задержанных людей опять-таки с терроризмом, сказал, что там и место, да, именно в тюрьмах. То есть мы говорим о определенной, то есть когда как правоохранительные органы, так и власти есть сговор
есть план в отношении, да, так скажем, истребления и геноцида нашего народа. Но Аллах шкур, как я и говорю, люди не принимают этот ярлык, они не соглашаются с теми, так скажем, обвинениями, которые ложатся на судьбы нашего народа, и арестовав одного или двух, которые вчера как раз-таки были вот по ту сторону, так скажем, суда в качестве слушателей, в качестве людей, желающих поддержать, да, всех людей, которые столкнулись с несправедливостью. И сегодня эти люди оказались на скамье подсудимых. Но несмотря на то, что людей из-за их активности, из-за их поддержки, из-за их отзывчивости пытаются отделить от народа и этим самым дать определенный посыл, чтобы не было участия, чтобы не было поддержки, чтобы не было единства. Но базым халкамыз, наш народ, не принимает это. И сотни людей продолжают приходить в морозную погоду. Действительно очень холодно сейчас на улице. Но это не мешает людям сегодня покинуть свои теплые дома, чтобы прийти здесь и высказать, во-первых, поддержку в отношении несправедливо и огульно обвиненных и осужденных наших соотечественников, а во-вторых, дать понять властям, правоохранительным органам, что сколько бы давлений, сколько бы гонений, сколько бы проблем не устраивали бы в отношении нас, мы никогда это не примем, никогда мы не смиримся и мы не поколебимся. И наша позиция, и наша дорога, и наш путь, он не изменен. Об этом говорит наша религия, об этом говорит наша культура, об этом говорит наша история. Бойле Суаль, еще один такой вопрос. С кем из задержанных сегодня в ходе массовых облав вы были лично знакомы и что можете о них сказать? Аллах разы olsun, Гульсум Ханум, за этот вопрос. Я знаю как минимум 3 людей, это точно. Это Федорова Олега, это наш родственник, это Базым Кудамыс Ола, это тесть моего родного братишки Скендера Меметова. Второй, то есть о нем говорить, то есть это человек, который стоял у истоков проведения детских праздников в городе Бахчисарай во дворе мечети, а это уже более 12, а то и 13 лет. Также это был человек, который являлся главным, так скажем, координатором и организатором ифтара во время месяца Ораза, да, для всех постящихся. Это человек, который никогда не оставался в стороне от бед и проблем народа. Он участвовал во флешмобах, он постоянно ездил на суды над политическими заключенными. Он помогал семьям политических заключенных. То есть это человек, о котором ни один человек в Крыму, и это я ответственно заявляю, не скажет ничего плохого. Говорят о Эрнесте Ибрагимове, я также очень хорошо его знаю. Это один из моих лучших друзей, моих братьев. Это человек, который является активистом инициативы «Крымское детство». Как раз он занимается уже на протяжении более 2 лет над тем, чтобы проявлять заботу, опеку, развитие тех детей, которые сегодня лишились временно, да, своих отцов. И он является одним из очень, так скажем, постоянных, активных, действующих, так скажем, активистов крымского детства. Также это человек, который принимал участие во всех социально-политических, социально значимых, социально-культурных, да, мероприятиях в рамках города, так и всего Крыма. Посещая суды, посещая обыски, не оставаясь в стороне ни на минуту, да, тогда, когда он должен был, да, принять участие и оказать посильную для себя помощь и поддержку. И еще один человек, это Азамат Ага Июпов. Я лично с ним не знаком, но я о нем знаю. Это один из ветеранов национального движения. Это человек, который был в Москве в ходе массовых пикетов, когда проходила апелляция в Верховном суде Российской Федерации в Москве, как раз-таки над моим отцом, и когда крымские татары поехали в Москву, выразив ноту протеста
в отношении тех репрессий, которые происходят в Крыму. Вот в числе этих ветеранов и аксакалов был как раз-таки Азамат Ага Эюпов. То есть, опять-таки, естественно, все его знают. Это человек, который никогда не оставался в стороне, несмотря на то, что он уже преклонного возраста. И сегодня ему, то есть санкция и ареста, там предполагалась статья 205.5, часть 1. А мы знаем, да, что часть 1 это от 20 до пожизненно. Этому человеку 58 или 59 лет. Вот представляете себе, это примерно аналогичная ситуация, как и с этим же самым фигурантом дела, Энверага Омеровым, да, 58-летним человеком, которому дали, да, огромный 18-летний срок. То есть мы видим сегодня издевательство вообще над людьми. Но мы знаем, что все трудности, они закончатся, потому что Аллах не дает испытаний тем людям, которых... то есть те испытания, которые Аллах Тааля дает на долю нашего народа, Он непременно даст и помощь, даст терпение, и возможность эти все испытания пройти наилучшим образом, в единстве, в поддержке, в консолидации друг к другу. И, иншаллах, смет олса, мы знаем, что правда за нами, победа за нами. Вот очередной человек вышел. Аллах разлился. Сағылыңыз Дилявер-бей, Базыле Бағланған үшін. Ждем от вас новостей и свяжемся еще в наших эфирах. Чух сағылыңыз Базыле Бағланған үшін. Дилявер Меметов, координатор Крымской солидарности. Я хочу что-то сказать, Гульсум, я хочу что-то сказать. Я не буду говорить про оккупантов, с ними все ясно, их все преступления будут задокументированы, в том числе нашими журналистами, каналом АТР. Все, что вы сейчас видите, это все войдет в хроники оккупации и преступления оккупантов и будет доказательствами в том Нюрнберге, который, безусловно, ждет русский рейх и их пособников. Я хочу сказать тем людям, которые здесь, находясь в свободной материковой Украине, демократической стране, помогают заглушить голос тех людей, которых мы сейчас только слышали, которые собираются на площади посреди оккупированного полуострова, рискуя собой. Они следующие. Вы понимаете, что этих людей сейчас будут хватать других. Вы видели, кого сажают, да? Людей общественно активных, значимых, известных с репутацией сажают специально. Наказывают тех, кто несет добро. Наказывают тех, кто за справедливость, кто не боится. И сотни людей приходят к ним на суды, совершенно не ожидая никакой поддержки со стороны своей страны, в которой находятся люди, которые в это же самое время, находясь в власти, в правительстве, в парламенте, находят возможность, время для того, чтобы душить единственный крымско-татарский телеканал. Один, который об этом рассказывает с утра до вечера. О страданиях нашего народа, об арестах, об обысках, об облавах, об этом расизме. У меня вопрос, зачем эти люди помогают нашим мучителям? Почему они делают то, чего делать они не должны? Почему эти люди, находясь при должностях в украинской власти, в правительстве, я не знаю еще где, абсолютно молча смотрят на то, как страдает мой народ? Почему эти люди абсолютно делают все для того, чтобы этот телеканал погас, чтобы этого канала не было в эфире Украины, оккупированного Крыма, чтобы АТР не показывал на весь мир то, что происходит в Крыму? Чей заказ исполняют эти люди, на кого они работают и с кем они связаны? Я обращаю этот вопрос к СБУ, обращаю этот вопрос к другим спецслужбам, к иностранным спецслужбам, кому угодно, парламентам и народам стран мира. Посмотрите на тех людей, которые сейчас, находясь у власти в Украине, душат единственный крымско-татарский телеканал. Ответьте мне, люди при должностях, на какие конкурсы мы должны выставлять эти сюжеты из оккупированного Крыма? С кем мы должны соревноваться в освещении этих событий? Кто вы такие, если вы не слышите страдания народа, коренного народа Украины, брошенного в оккупации? Почему вы глухие, слепые? Кто вам дал мандаты депутатские? Кто вас посадил на эти посады? С чем будут связаны ваши фамилии, имена потом, когда Крым освободится? Да даже в ближайшие годы.
когда вас, конкретно вас, тех, кто сейчас занят удушением АТР, отодвинут от кормушки. А это обязательно случится, потому что такие люди не могут, мы вам не доверяем. Такие люди, которые сейчас занимаются оккупированными территориями, мы не доверяем вам. Вы ведете себя как враги нашего народа, как люди, которые точно так же, но другим способом издеваются над крымскими татарами. Там так, а здесь так. Я категорически призываю депутатов, народных депутатов Украины немедленно поднять вопрос о спасении телеканала АТР, о прекращении издевательств, прекращении выдумываний фейковых конкурсов, в которых отказываются участвовать все приличные люди, журналисты и компания, а власть, правительство предоставляет настаивать. Я обращаюсь к Шмыгалю, к премьер-министру, к Владимиру Зеленскому, к президенту. Прекратите второй год подряд издеваться над каналом АТР. Он и так же находится в состоянии очень тяжелом. У нас очень тяжело совсем. У нас нет ничего уже не осталось, кроме чести и я не знаю еще чего. Что вы делаете на глазах у всего мира? Почему вам европейские парламентарии в Европейском парламенте из Евросоюза, куда вы якобы ведете Украину по Конституции, по принятой поправке в Конституции, почему они указывают вам прямо, что вы должны помогать крымским татарам? Они указывают, что вы ни программ поддержки переселенцев не принимаете, и крымско-татарский канал единственный прекращаете финансировать. Там вам прямо написано, что Евросоюз настаивает на том, чтобы вы помогали всячески, финансово и технически, беспрепятственно, системно решить вопрос поддержки канала АТР, который единственный постоянно освещает репрессии против крымско-татарского народа, коренного народа Украины, о чем вам прямо говорит Европейский парламент. Вы плюете в наш народ, вы плюете в европейских парламентариев, вы плюете в союзников, партнеров Украины. Я обращаюсь конкретно к тем, кто этим занимается сейчас, кто не стесняется в эти дни под звуки этих обысков говорить нам: идите вон отсюда, ждите, идите участвуйте в каких-то конкурсах, в которых невозможно принимать участие, потому что они незаконны. Потому что там разыгрывается судьба нашего канала. И на труп нашего канала ни один приличный человек не придет слетаться, чтобы грабить. Последнее, что есть у крымских татар, последнее, что связывает нас с Украиной и остальным миром. Поэтому... Но это так, эмоции, я не могу просто на это смотреть. Я с утра во всем этих обысках с 4 утра. Поэтому простите мне мою такую нервность, наверное, да, но не могу я просто спокойно про это. Может, вы можете, кто-то, я не могу, например, да, хотя я не очень волнительный человек и не очень впечатлительный. Поэтому телеканал АТР не стал ждать помощи от таких людей, которые демонстративно игнорируют все, что звучит из уст крымских татар, все, что звучит из телеканала АТР, все, что звучит из Европы, куда они якобы стремятся вести страну, эти чиновники. И поэтому мы обратились сегодня к телеканалу АТР. Обратился с официальным письмом, мы отправили его в посольство Литовской Республики в Киеве, обратились непосредственно к президенту Литовской Республики, к правительству Литовской Республики и к депутатам Сейма Литовской Республики. Текст этого заявления опубликован у нас на сайте. Он у нас есть, кстати, мы можем его вывести сейчас на экран. Да, но послушаем. Мы можем уже поставить звук, да? Да, звуком, конечно, да. Мы можем послушать. Давайте послушаем это обращение телеканала и продолжим. Ми просимо вас, представників всіх гілок влади дружньої країни, обраної історично братнім для кримських татар народом, розглянути можливість фінансування нашого телеканалу з державного бюджету Литви. Найстабільніший механізм автономної роботи АТР, який дає можливість для розвитку і позбавляє від щорічної загрози припинення мовлення. Ми також пропонуємо вам можливість відкрити кореспондентський пункт АТР в Литовській Республіці для подальшого поглиблення зв'язків між литовським і кримсько-татарським народами, Литвою і Україною. Это было окончание нашего обращения, а все письмо коллектива АТР я сейчас зачитаю прямо сейчас. Я считаю, что это должны знать все, кто нас хочет слышать. Итак, уважаемый господин президент Литовской Республики, уважаемая госпожа премьер-министр, уважаемые депутаты, уважаемые дамы и господа депутаты Сейма Литовской Республики. К вам обращается коллектив АТР, единственный в мире телеканала крымских татар, с чрезвычайной просьбой о помощи. АТР – независимый канал коренного народа Крыма. В 2014 году мир узнавал о российской оккупации в первую очередь от нас. Журналисты АТР собрали самый полный видеоархив преступления России в Крыму, который мы пополняем каждый день в наших новостях. Вот и сегодня.
Коллектив АТР отказался предать Украину и работать на российскую пропаганду, хотя нас хотели заставить это сделать арестами, обысками, угрозами. Весной 2015 года АТР в Крыму был закрыт, оккупанты лишили нас помещения, ретрансляторов сигнала и телевизионной техники. Так АТР стал телеканалом беженцев в собственной стране, чему нет аналогов в мировой истории. Летом 2015 года АТР возобновил вещание на Крым, на всю Украину и на весь мир через спутники из Киева. Тем временем оккупанты незаконно объявили АТР запрещенной организацией. Работа наших репортеров в Крыму связана с риском для жизни и свободы. Начиная с 2016 года, когда Европейский парламент в своей специальной резолюции по Крыму впервые назвал АТР телеканалом, нуждающимся в финансовой поддержке, и по 2020 год включительно мы получали регулярную помощь от правительства Украины в размере минимально необходимым для размещения редакции, производства программы, оплаты спутникового вещания на оккупированный Крым и на весь мир. Но в начале 2001 года, как и год назад, в начале 2020 года, мы вновь столкнулись с отсутствием интереса к поддержке телеканала со стороны правительства Украины. В прошлом году ситуацию удалось исправить с большим трудом и в последний момент, когда мы уже думали, что экран АТР в оккупированном Крыму навсегда погаснет. В этом году мы наблюдаем еще более сильное и последовательное противодействие со стороны представителей власти, которые придумывают все новые способы, чтобы лишить телеканал АТР финансовой поддержки государства, чтобы обставить ее предоставление заведомо невыполнимыми манипулятивными условиями. Для нас это равносильно закрытию АТР оккупантами в Крыму в 2015 году. Мы считаем это политическим решением, принятым неизвестными нами людьми, на неизвестном нам уровне власти, результат которого для нас, однако, вполне предсказуем. Это прекращение вещания АТР. Мы считаем это проявлением дискриминации коренного крымско-татарского народа Украины, попыткой ослабить наши позиции внутри Украины, возможно, с целью сделать России некий политический реверанс, а борьбу Украины за возвращение Крыма сделать декларативной. Действующая украинская власть в лице президента, парламента и правительства демонстративно игнорирует статью 60 резолюции Европейского парламента Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной от 11 февраля 2021 года, в которой, в частности, говорится, цитата, «Европейский парламент настаивает на том, чтобы украинские власти решали проблемы единственного крымско-татарского телеканала АТР и предложили стабильный механизм финансовой и технической поддержки, чтобы телеканал мог продолжать вещание на оккупированной Россией Крым. Никаких признаков того, что идет выработка данного стабильного механизма, не было и нет. Поэтому мы, коллектив телеканала АТР, вынуждены обратиться к вам за экстренной помощью для спасения АТР, единственного телеканала, который информационно связывает Крым с материковой Украиной и с остальным миром. Нам нужно оплачивать работу журналистов, в том числе тех, кто работает в оккупированном Крыму, освещая обыски, облавы, аресты. Оплачивать аренду помещения в Киеве и коммунальные расходы. Нам нужно оплачивать вещание через спутники на оккупированный Крым, Украину и весь мир, от которых нас угрожают отключить, если мы не сможем их оплачивать. Мы просим вас, представителей всех ветвей власти дружественной страны, избранной исторически братским для крымских татар народом, рассмотреть возможность финансирования нашего телеканала из государственного бюджета Литовской Республики. По крайней мере, до тех пор, пока власть Украины не выработает тот самый стабильный механизм, который гарантирует АТР независимость, даст возможность для развития и избавит от ежегодной угрозы прекращения вещания. Мы также просим вас о возможности открыть корреспондентский пункт АТР в Литовской Республике для дальнейшего развития и углубления связей между литовским и крымско-татарским народами, между Литвой и Украиной. С уважением и надежду на вашу помощь. Это была полная цитата обращения коллектива крымско-татарского телеканала АТР к президенту, правительству и Сейму Литовской Республики. Под этим обращением следуют подписи сотрудников телеканала АТР. Тут, по-моему, все очевидно. Все предельно очевидно. Сегодня в Крыму проходят обыски, которые мы транслируем в наших эфирах, а это происходит уже на протяжении 7 лет на территории временно оккупированного полуострова. И одновременно с этим сегодня глушит голос Крыма.
оставляют телеканал АТР, правительство Украины на грани существования. И, по-моему, предельно очевидно, кому это все выгодно. Это выгодно тем, кто сегодня репрессирует крымско-татарский народ на территории временно оккупированного Крыма. С нами сейчас на другом конце провода Крым. Мумине Салиева, правозащитница, и жена политического заключенного Сирана Салиева. Мумине ханум, селям алейкум. Алейкум салям. Мумине ханум, если я не ошибаюсь, вы сегодня находились в городе Белогорск во время задержания одного из наших соотечественников, правильно? Нет, в Бахчисарае. Расскажите, вы проводили стрим там, расскажите, как проходил обыск, с кем лично вы знакомы из задержанных сегодня наших соотечественников? Первоначально помощь. Ой-ой-ой, Мумине ханым, мы вас не слышим. Давайте мы вас тогда подключим. Вы слышите нас? Да. А мы вас почему-то не слышим, обрывочные звуки. Давайте еще раз попробуем, если нет, то подключим. Алло. Алло. Говорите, Мумине ханым. 4 утра поступил звонок и о том, что в Бахчисарай по 2 адресам. И, как сказала, проводилась как раз-таки в том татарском мотиве, в котором проживают. Буквально за 10 минут происходит на автоматизме, собралась и выехала к домам обыска. Один из наших соотечественников, которого сегодня задержали, Эрнест Ибрагимов, активист Крымской солидарности и один из ярких активистов проекта «Крымское детство», которое занимается развитием детей-политиков. Это отец 4 детей, супруга была она в положении, и около 4 часов. Аналогичная картина, это ужасающая, была и у дома Олега Федорова. Это местный предприниматель, который также занимает активную позицию и оказывает помощь политзаключенных, как материальную, так и даже общественных перспектив. Да, чуть позже стала поступать информация о том, что в других регионах Крыма проходят называемые оперативно-следственные мероприятия. Сразу был заметен, знаете, такой один яркий фон. Все задержанные — это лица, которые имеют определенно активную гражданскую позицию. Это активисты, которые принимают участие в различных общественных инициативах, в социальной сфере жизни общества или же в политической. Среди задержанных есть активист, который является участником протеста на Красной площади в Москве. И достаточно посмотреть на тех, кого арестовали, чтобы понимать, что это не что иное, как давление на активизм в лице данных людей и уже тех политзаключенных, которые на протяжении долгих лет находятся в тюрьмах и в колониях. Безусловно, наряду с тем, что происходит давление на такой вот активный авангард в лице крымско-татарского народа, которые все время хотят сдавить. Но здесь есть один очень важный аспект, то, что данная активность и пассионарность народа, она вытекает из его менталитета, и реальность показывает, что эти связи очень сложно разорвать. И, конечно же, при помощи пропагандистских медиа силовиков продолжают раскручивать маховик и активировать миф о так называемом исламском терроризме. Безусловно, все задержания проходят рядом правонарушений. Остается такой искусственный локдаун, когда блокируют любой вход в дом, как адвокатам, правозащитникам, журналистам и неравнодушным людям, и выход, потому что на просьбу выдать хотя бы несовершеннолетних детей
сотрудники силовых структур отказывают это. Конечно же, не нашли абсолютно никаких улик в виде взрывчаток, это огнеопасных веществ и предпосылок того, что люди готовят теракт. Это уже на протяжении 7 лет, когда мы изучаем каждый уголовный кейс, как для общественности в Крыму, так и для правозащитных организаций. Вся сфабрикованность дела очевидна. Конечно же, в результате мы видим разбитые судьбы, море слез, шокового состояния, порвало и десятки детей, которых поступили долгие годы состояния. Мумина Ханым, скажите, пожалуйста, ну мы все это, конечно, с утра, с 4 утра все это видим, и, казалось бы, ничего нового уже нет в их действиях, но все циничнее и циничнее. Эти облавы устраивают, все жестче пугают детей, издеваются над родными, хватают родственников. Вот этот человек, он родственник, тесть даже, да, крымскому татарину, которого взяли тоже. Потом они шьют дела, уже мы такое слово шьют, без кавычек употребляем, да. Они стряпают дела совместной с якобы связи с какими-то там террористами, тоже наверняка придуманными в Российской Федерации. Потому что эти наши люди публичные, которые на демонстрации с плакатами выходят к судам, что они некие тайные группировки создают и так далее. То есть цинизм тут просто запредельный, и, конечно, это рассчитано на страх. Вот. Но мы видим, что 300 человек выходят, с ума сойти можно в центре Симферополя к судам, к этим безнадежным абсолютно. Это просто, я не знаю, как вам покланяться, просто не знаю таких слов, которые я должен вам сказать. Но вы тоже знаете, что цинизм происходит не только на вашем конце связи, но и на нашем конце связи тоже. Я не знаю просто, я тут говорил, может, вы часть слышали, я зачитывал обращение к парламенту, правительству и президенту Литовской Республики с просьбой о спасении канала АТР в таких условиях, когда нас оставляют просто перед пропастью власти, правительства Украины. А у вас есть что сказать нашим чиновникам, которые вот этим занимаются? Я в начале своего монолога связь обрывалась, солидарность, которую вы оказываете на протяжении лет. И, конечно же, телеканал АТР даже один из голосов. Связь обрывается. Мумина Ханым, давайте мы вам перезвоним, и вы, может быть, связь будет лучше. Давайте попробуйте с нашими режиссерами. Сейчас они вам наберут еще раз. Но вот такая, знаешь, связь, она вот какой-то символ. Вот, знаешь, когда вот связь обрывается с Крымом, вот я всегда это замечаю. Угу. Там же еще глушат бывают, да, конечно, и так далее. Там все что угодно, они применяют любые средства электронной борьбы и так далее. И когда вот это начинается дробление слов, вот это когда ты половину не слышишь, да, это похоже, как будто вот когда голос утопающего, знаешь, бульк, и ты не слышишь ничего. И это не первый раз у меня такая история, такое личное ощущение от стримов с Крыма. Уже сидит 14 лет сервер Мустафаев, который нам вел стримы оттуда. Еще один человек сидит. Да, собственно, все эти люди, которые сидят, они сидят, собственно, за то, что они говорили о том, что там происходит, что там нет того, что врет русская пропаганда, и они это через АТР канал передавали в миру, это показывали везде, и цитировали, и так далее, и так далее. И вот сейчас такая связь прерывистая с оккупированным Крымом. Да я не думаю, что это совпадение. Нет, ну, правда. Да? Ты думаешь, что это так и есть? Ну, неоднократно в моих эфирах, практически ежедневно, ну, когда мы связываемся с Крымом, у нас вот такая вот Не, ну это еще, я к тому, что это еще такая страшная аллегория тому, что происходит вообще в принципе с телеканалом АТР, что с этой стороны тоже перерезают провода и глушат эфир, только другим способом, да, но результат-то один. Ты абсолютно точно. По результату выходит одно и то же. А каким способом, под какими словами? Они там говорят, что борются с терроризмом, а здесь говорят, что
хотят чего-то там от нас, какой-то прозрачности. В чем наша непрозрачность? Все наши расходы — это спутники, это помещения мы вынуждены снимать в Киеве. Это производство программ, вот тех программ, которые вы видите, которые говорят о репрессиях. В чем тут наша непрозрачность? Где мы туманные, где мы мутные? Мутные — это вы, те, кто этим занимается. Те, кто в тот момент, когда вот здесь должна быть рука помощи, вот здесь, в моей руке, в этой руке я в этом направлении вижу спину. И ухмылки такие циничные, самодовольные. Ты знаешь, я сейчас вспоминаю антиутопию Джорджа Оруэлла 1984. Если я не ошибаюсь, там он писал о том, что в условиях всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм. Ну, конечно, да. А врать — это нормально. Это выдумывать, манипулировать, блефовать, идиотничать вот открыто просто. Как у нас чиновники тут в эфирах просто, дурака валяли, просто придумывали какие-то там объяснения, какие-то конкурсы мы должны проходить, как будто мы тут коммерческой деятельностью какой-то занимаемся. Они повторяют через слово, что коммерческий телеканал, иди сюда. Кто там так говорит? Все сюда идите, найдите коммерцию на этом канале. Что тут коммерция? Мумина Салеева тут коммерция. Кто? Лявер тут коммерция. Арестованные люди. Дети, плачущие в облавах. Кто? Мы тут с Гульсум коммерция. Под уголовными делами оккупантов находимся. Мы тут что делаем? Наживаемся на украинском бюджете или работаем на Украину? Все, что мы хотим, это чтобы голос Крыма не погас. Мы ничего больше не хотим, мне ничего больше не надо. Мне нужно только, чтобы этот канал работал, чтобы люди там, людям оттуда было куда крикнуть сюда. Через что? Крикнуть сюда, что там происходит. Кто сегодня показывал такие трансляции в Украине? Какие каналы мира показывали то, что происходит в Крыму, эти облавы? Кого торкнет это вообще? За какую струну? Да. С нами сейчас на прямой связи Вячеслав Лихачев, историк, политолог. Пане Вячеславе, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Сегодня мы в наших эфирах говорим об очередных репрессиях оккупационных властей на территории оккупированного Крыма. Там задержали 6 наших соотечественников, которым сейчас вменяют статью о терроризме. С другой стороны, здесь, на материковой части Украины, вы наверняка знаете, правительство Украины закрывает первый и единственный крымско-татарский телеканал, который непосредственно в своих прямых эфирах освещает события с временно оккупированного Крыма. Вот как вы это себе объясняете? Как вы можете это совместить? Можно ли вообще это каким-то образом совместить? Простого и короткого ответа у меня, конечно, нету. У меня есть 3 тезиса, которые я хотел бы высказать по этому поводу. Во-первых, все-таки связывать напрямую в таком контексте репрессии, которыми подвергаются крымские татары и другие граждане Украины на временно оккупированной Россией территории с сложностями и политикой самого украинского правительства все-таки не стоит. Да? И не думаю, что вы имели в виду сравнить репрессии на оккупированном полуострове с Нет, политикой... Вячеслав, мы сравниваем эффект, который производят. Вячеслав, вы меня поймите правильно. Мы говорим про то, что цель там оккупантов, чтобы крымских татар не было слышно оттуда. И цель людей, которые помогают загнуться здесь телеканалу ОТР, прекратить вещание из-за просто отсутствия тупо финансирования через спутники и так далее. В принципе, та же самая. То есть просто не будет голоса оттуда, не будет голоса отсюда. Мост разорван. Вот я про что говорю. Я не говорю ни про что больше. 2 других тезиса, которые я хотел высказать, они в том, что, безусловно, голос Крыма, голос крымских татар и голос, которым могут говорить лишенные возможности говорить напрямую жители оккупированного Крыма и крымские татары, должен звучать в Украине, должен существовать. Другое дело, что мне крайне грустна ситуация, когда кроме специального, отдельного, особого канала с болью за Крым в сердце и в душе, другим телеканалам эта тема становится или давно уже стала неинтересной, и кроме
телеканала АТР нету другой площадки для освещения тех тяжелых и малоприятных процессов, которые происходят в Крыму. Нету другого голоса, которым могли бы говорить жители оккупированного Крыма. Я бы, безусловно, хотел, и чтобы АТР продолжал существование, и я, безусловно, считаю, что долг украинского государства, украинского правительства, украинского бюджета, украинских налогоплательщиков, его поддержать и дать голос жителям оккупированного Крыма. Но я также считаю, что нельзя оставлять эту тему только нишевому специализированному телеканалу. Она должна присутствовать в эфире других телеканалов. Она не должна забываться в остальных, не столь нишевых українських СМІ. Дуже дякуємо, пане Вячеславе. Чохсагл, у нас Вячеслав Лихачев. Спасибо большое за ваше мнение. Но тут трудно не согласиться. Вопрос только, как заинтересовать эти другие большие коммерческие на самом деле каналы, олигархические и разные, да, что-то говорить про наши репрессии, да? Как это можно сделать, когда даже чиновники правительства, непосредственно отвечающие за оккупированные территории в правительстве, в общем, в принципе, равнодушны к тому, что там происходит. Как мы видим по результатам их повседневной деятельности. У нас есть телефонный звонок в студию, давай примем. Алло. Здравствуйте, Айдер. Здравствуйте. Здравствуйте, да, мы слушаем вас, да, вы в прямом эфире. Да, я бы хотел выразить вам слова поддержки, вам, вашему каналу, всему крымскому народу, и сказать, что мы, я лично и украинцы очень переживаем за то, что происходит. И вообще, когда я думаю о судьбе крымских татар, это уже второй геноцид на протяжении одного поколения. И, к сожалению, и то, что сейчас происходит с телеканалом, это полнейший позор, на мой взгляд. Потому что иногда те же слуги народа, которых вы приглашаете, они говорят, что вы коммерческий канал. И, понимаете, это выдает их мировоззрение, потому что они не говорят, что вы патриотический канал. Они не говорят, что вы там, можно сказать, воюете за Украину на своем фронте. Они говорят про то, что они знают о том, из чего их жизнь состоит, из коммерции, например, да. И поэтому это все закономерно, потому что до этого сколько вам выделялось финансирование? 3 года, 15-го, по-моему, 16-го. И все нормально, и были и законы, и проблем с этим никаких не было. А потом вдруг все стало необходимо сделать по закону и так далее. Поэтому, я еще раз вам выражаю сочувствие, поддержку и надеюсь, что все-таки у нас как-то власть переформатируется и поймет, что на первом месте должен быть патриотизм, а не свои представления о коммерции, о законах, которые они просто переделали себя и ничего, так сказать. На ходу переделали, переписали даже не законы, а просто взяли, переписали внутри одного из ведомств одну бумагу, да, просто захотели и сделали так. Скажите, а как вас зовут, откуда вы же не представили? Меня зовут Алексей, я из Киева, из Киевской области. Спасибо вам, Алексей. Спасибо большое. Чохсагл у нас за ваш телефонный звонок и за вашу поддержку. По новостям, кстати, еще сегодня на заседании правительства народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко задал вопрос относительно государственной поддержки для телеканала АТР. Давайте мы послушаем это. Перше питання – це телеканал АТР. Єдиний в світі, кримсько-татарський телеканал. Там на сьогоднішній день не вирішено питання з його фінансуванням. На сьогоднішнє засідання бюджетного комітету, за моєю пропозицією, ми викликали пана Резнікова. Він дав листа, що сьогодні він не зможе прийняти. Ми з розумінням до цього ставимося. Це обговорення може відбутися наступного бюджетного комітету. Але хотілося б зараз почути, як все-таки бачите ви вихід цієї ситуації, щоб зберегти цей телеканал. Ми зараз кажемо про Кримську платформу, відзначаємо річницю трагічних подій в Криму. Да, это были слова Алексея Гончаренко, народного депутата Украины. А сейчас у нас на телефонной связи советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкіряк. Вітаю, селям Зоряна. Вітаємо. Алло. Да, Зоряна, ты в эфире.
Селям алейкум. Вітаю, друже. Вітаю, друже. Дуже погано вас чую. Пробивається через раз, але тим не менш спробую коротко відповісти. А ми навпаки дуже добре чуємо. Звук нормальний. І сьогодні такий день. Сьогодні масові обшуки, навіть облави в Криму. Ми зараз ось щойно там давали 2 стріма людей, які там просто стоячи поруч з окупантами ведуть стріми для каналу АТР в прямому етері. І вони розповідали, що там відбувається. Це чергова хвиля репресій, там людей публічних, людей активних, людей, які висловлюють проти влади окупаційної, виходили на мітинги тощо, їх просто беруть в заручники. Так? І як ти особисто сприймаєш ці події? Я можу це сприймати виключно, скажімо так, чітко і безкомпромісно. Злочинна окупаційна влада обрала об'єктом для репресій політичних і жорстоких саме наших братів і сестер кримських татар, українських кримських татар, хочу на цьому наголосити. Це відбувається не сьогодні, це відбувається протягом усіх вже 7 років окупації українського півострова російськими збройними силами і російськими спецслужбами. І беззаперечно сьогодні вкотре і вкотре потрібно кричати, я наголошую, кричати до усього цивілізованого світу щодо кардинальних посилення санкцій проти Російської Федерації, а також проти персонально тих покидьків, представників окупаційної влади, які особисто відповідальні за ці ганебні, нелюдські, незаконні і, зрештою, нелюдські дії по відношенню до корінного населення українського Криму. І я думаю, що сподіваюся принаймні, що і така реакція незабаром від усього цивілізованого світу, від усього міжнародного суспільства відбудеться. Я дякую за підтримку, пане Зоряне. Зорян, ти завжди підтримуєш нас і телеканал АТР в складні часи. На жаль, зараз, на мій погляд, на мій досвід, це найскладніші часи в існуванні нашого каналу. Після вигнання з окупантами з Криму, через те, що деякі люди в уряді, і прем'єр-міністр взагалі там мовчить, так, інші теж. Інші чиновники, вони повторюють одну і ту ж мантру, з якою нам зрозуміло, що фінансова підтримка нам призупинена і відкривати її ніхто не хоче. І навіть після резолюції Європейського парламенту, де чітко сказано просто про необхідність і про те, що треба безпосередньо і чітко зробити механізм підтримки фінансової і технічної каналу конкретно АТР, до нас ніхто не звертався, ми жодної підтримки не бачимо, в нас просто, тобто гроші мають таку якість, як закінчуються. Вони насправді давно закінчилися, зараз ми за підтримку тільки живемо наших глядачів і в борг з супутниковим компаніям західним, і ніхто про це так явно не турбується. Тому ми сьогодні, ось декілька годин тому, офіційно звернулися до президента, до парламенту і до уряду Литовської Республіки з проханням про термінову допомогу до того моменту, коли наш уряд зверне увагу просто на єдиний кримсько-татарський телеканал. Щось маєш сказати з цього приводу? Я, безумовно, підтримував і буду підтримувати Прервався, видимо. На словах підтримую, зв'язок перервався.
Ну, може, наберуть ще? Дякуємо, пане Зоряне. Дякую. Зорян Дякую, Шкіряк, Зорян. радник міністра внутрішніх справ. Якщо редактори, наберіть, будь ласка, може він, Зорян, хоче продовжити думку, ну, напевно. Ага. Ми поки тут подивимося один на одного з Гульсом такими невеселыми очима. У нас есть реакция по обыскам в Крыму от постоянного представительства президента в АРК. Там осудили обыски российских силовиков у крымских татар, назвали это военным преступлением. Об этом говорится в их заявлении. Давайте послушаем. Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму. Зорян Шкіряк, как нам подсказывают, вернулся к нам. Я все ж буду, скажімо так, намагатися залишатися оптимістом і вірити в те, що позитивне рішення буде прийнято. Я підтримував, як я вже сказав, і буду підтримувати телеканал АТР. Я переконаний і вважаю, що голос Криму, голос патріотичного Криму, голос українських кримських татар, зрештою голос України, європейської України повинен гучно звучати в українському ефірі. І, безумовно, цей голос повинні чути в першу чергу і наші громадяни, які сьогодні перебувають в Криму, перебувають під тиском злочинної російської окупації. І вірю в те, що попри всі ті складнощі, які сьогодні існують, все ж таки це питання буде вирішене позитивно. Принаймні, я б дуже хотів залишатися оптимістом. А моє плече, і моя рука, і моя душа, і моє серце, безумовно, завжди з вами, нашими братами і сестрами, кримськими татарами, які і сьогодні, і на території незалежної, демократичної, європейської України, і на території окупованого Криму продовжують боротьбу за свою свободу і незалежність від російської агресії, від путінської Росії, від російсько-терористичної окупації. Дуже дякую, Зоряне. Ти насправді, друже, брат, ну така людина, думку якої завжди чую, і ми всі чуємо. Дякую. І багато українців, насправді, зовсім різних людей, діячі мистецтва, там, ну, акторів, співаків, письменників підтримують АТР, і я дуже вдячний всім. Це така наша спільна справа, і багато людей з інших країн підтримують, найбільш активно з Литви, з Польщі та з інших країн. Просто ми величезну підтримку відчуваємо з боку суспільства українського і західного, яке на боці України з початку війни і тимчасової окупації Криму. Да. С нами сейчас на прямой связи, как подсказывают наши редактора, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кореневич. Пане Антоно, вітаємо вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Ну, относительно облав сегодняшних на территории временно оккупированного полуострова, что скажете? Ну, власне, я думаю, що я нічого не скажу, окрім того, що Крим, на жаль, залишається територією безправ'я. І сьогодні ці облави, масові обшуки і затримання, які мали місце в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі і в Совєтському районі Криму. І, безумовно, ці так звані дії, які були проведені як мінімум в 7 будинках, це абсолютно безпідставні дії органів окупаційної так званої влади, які направлені на переслідування кримсько-татарських активістів, правозахисників, активістів рухів «Кримська солідарність», «Кримське дєтство». Так, тобто вже затримують тих, хто допомагає дітям
наших політв'язнів. І відповідно 15 дітей залишаються без батьківської турботи, затримані наші громадяни. Тому я думаю, що безумовно реакція українських правоохоронних органів, а саме відкриття відповідного кримінального провадження за фактами порушень частини 2 статті 162 Кримінального кодексу України, факти порушення недоторканості числа, частини 2 статті 146 незаконне позбавлення волі. Ці кримінальні провадження відкрило Головне управління Нацполіції в АРК та місті Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вони йдуть. Це належна реакція з боку правоохоронців. Безумовно, і на міжнародному рівні ми і МЗС, я впевнений, будемо говорити з міжнародними партнерами, що тому залишається абсолютно сіра зона безправ'я, де кожен ранок, на жаль, мы можем прокинутися и отримати такі повідомлення. Ну а что сегодня непосредственно делает постоянное представительство президента в АРК по защите прав своих граждан на территории полуострова? Ну, насправді ми робимо багато речей. Це, по-перше, постійний зв'язок з нашими громадянами. Ми спілкуємося з тими громадянами, які безпосередньо займаються цими справами, і з адвокатами також. Це також робота з міжнародними партнерами. Майже щотижня ми спілкуємося з послами іноземних держав, і ми донесемо всю цю інформацію, зокрема про ці масові обшуки і затримання серед представників корінного кримськотатарського народу. Ми на всіх рівнях, на рівні всіх документів, всюди робимо згадки про порушення прав корінного кримськотатарського народу. Зокрема, відповідні згадки були зроблені у зверненні Верховної Ради, яке проголосували вчора. Ці згадки були додані і Медчісом кримськотатарського народу, і нами. Ми входимо до міжвідомчої комісії, яка діє на базі Міністерства реінтеграції, яка виплачує відповідні гроші родичам політв'язнів або звільненим вже політв'язням. Тому, безумовно, проект допомоги політв'язням є один з найважливіших наших робіт. Ну, кстати, не всем политическим заключенным, потому что по данным правозащитников Министерство реинтеграции многим семьям политических заключенных в этом году отказало в помощи. Дивіться, в мене є дуже проста відповідь на це питання. Ми працюємо по Криму. Від нас, член комісії, є пані Таміла Тарцева. Ми як представництво президента України в Автономній Республіці Крим, завжди підтримуємо всіх кримських політв'язнів. Завжди. Наша позиція чиста. Скажите, а вот вы говорите про там, переговоры с международными партнерами, о работе с нашими международными партнерами, о донесении информации о том, что происходит на территории полуострова. Когда мы сможем увидеть практический эффект от этих переговоров? Потому что даже если говорить о санкциях, то санкции по Крыму с 2014 года существенно не изменились, а на территории полуострова мы видим, как постоянно идут репрессии, то есть количество политических заключенных увеличивается, количество репрессий по отношению к украинским гражданам на территории Крыма увеличивается, а вот реакция Запада и санкций именно по Крыму, к сожалению, нет. Почему так происходит и когда можно этого ожидать? Ну, я думаю, що це насправді дуже комплексне питання. Це питання санкцій, які ви згадуєте з наших міжнародних партнерів. Я думаю, що безумовно тут ключовий український стейкхолдер – це МЗС. У них є відповідні особи, які займаються санкційною політикою. Тож я думаю, що цей трек безумовно опрацьовується. Його не треба скидати чи говорити, що там він не ефективний, чи він не такий, як хочеться. Просто, можливо, дійсно певні речі робляться не так швидко. Але тут на міжнародному рівні важливо не тільки питання санкцій, а тут і питання так само впровадження міжнародних судових органів. У Міжнародному кримінальному суді, який, як ви знаєте, це має скоро приступати до другої стадії впровадження по справі ситуації в Україні до справи до етапу повноцінного розслідування. Це і рішення є з Європейського суду з прав людини нещодавно, як ви знаєте, які всі обговорювали, про те, що саме Російська Федерація несе відповідальність за
порушення прав людини в Криму з 27 лютого 2014 року. Тому це дуже комплексні речі. Ви знаєте, тут ще не треба виключати з уваги той факт, що наші іноземні партнери дуже часто питають Україну, а що ж ви, Україна, хочете, щоб ми зробили, окрім санкцій? Бо санкції – це те, що на поверхні. І от якраз ми, представництво разом з нашими колегами з правозахисних урядових організацій, ми розробили певну карту, певне меню проєктів, які ми можемо запропонувати нашим міжнародним партнерам в рамках Кримської платформи. Тобто кожен з наших міжнародних партнерів може обрати щось собі, або в контексті захисту політв'язнів, або в контексті санкційного тиску, або в контексті проєктів по захисту кримсько-татарської національної ідентичності, багато інших. Тому я думаю, що зараз ваше питання має стосуватися не тільки санкцій, а в цілому, як нам скористатися правильною ситуацією і вийти з тієї самої кримської платформи, максимально проінформувавши наших міжнародних колег і надавши їм відповідний вибір тих проєктів, тих інструментів, які би вони хотіли застосувати. Дякую дуже, пане Антоне. Антон Корінєвич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на прямому зв'язку. Но нам, к сожалению, нужно уже прощаться. В этой части прямого эфира. В этой части, да, потому что уже ждет информационная программа «Заман» своего эфирного времени. А мы продолжим наш эфир буквально через несколько минут. Не пропустите, Коршкевич. Не переключайтесь.